Всем, с вами передача «Мой спорт». Мы находимся в Благовещенске. Сюда приехали для участия во всероссийских гонках по мотокроссу. С Якутска до Благовещенска мы доехали своим ходом за 3 суток. Соответственно, переправились с утра на пароме, встретили там же рассвет. Ехали на автобусе специализированном, который может везти как и спортсменов, так и мотоциклы для них. Конечно же, дорога была местами ужасная, но наш автобус справился с этим и, конечно же, нас привез по месту назначения. Что касается команды, спортивно-технический клуб столицы ЕТЭК в Благовещенск привезла 3 молодых ребят для участия в соревнованиях. Ребята талантливые, энергичные, ну а как они себя поведут на соревнованиях, мы на это посмотрим.
нас проходили соревнования по мотокроссу. Это был второй этап Кубка мотоциклетной федерации России в рамках Амурской области. Данное соревнование мы уже проводим второй год с помощью и согласовав проведение соревнований с руководством мотоциклетной федерации России для поднятия статуса наших соревнований в Амурской области. Второй этап проходил в селе Ивановка. Традиционно мы проводим здесь один из этапов. Трасса считается одна из лучших, но сегодня плюс к нашему проведению, плюс к нашей трассе сопутствовали еще погодные условия дождливые, то есть гонка получилась в грязь. Так как это мотокросс, и мотокросс делится на разные погодные условия и разный характер мототрасс, то сегодня у нас была и грязь, и вспаханная трасса, то есть данную трассу мы пашем перед соревнованиями, как на чемпионатах мира. Все спортсмены должны уметь ездить по всем трассам. Это жесткие, грязные, мягкий грунт и бетонный грунт, и песок обязательно. Вот данная трасса, она, когда более сухой характер, она получается у нас мягкий грунт. Сегодня получилась у нас чистая грязь. Принимало участие 41 спортсмен. Это были представители Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской области. Мы очень рады приезду сегодня наших гостей. Это ребята с Якутии приехали, они уже второй или третий год подряд к нам приезжают на закрытие. Вот, ребята у них подготовлены неплохо, я скажу, для мягкой трассы, тем более они приехали с жестких грунтов и сегодня показали хорошие результаты на мягкой трассе. Вот, и это пойдет им на большую пользу в будущем для их развития. Проведя тренировки и тренировочный процесс, сборы и принимая участие в соревнованиях на наших мягких трассах. Еще раз привет всем! Мы уже находимся в городе Завитинске, где будет проходить Кубок Федерации по мотоциклетному спорту Амурской области, третий этап. Выступаем в том же составе, с теми же ребятами. Команда, надеюсь, команда столицы и так покажет класс. Вот. Ну, а трасса, конечно, замечательная, совсем другая, погода хорошая, тепло, ветра нет, песок, все сухо. Вот, поэтому будет очень интересно. Я рад вас приветствовать на нашей Завитинской земле. Покажите хорошие результаты, без травм. Я думаю, что вам должно все понравиться. Спасибо.
Сегодня в городе Завитинске Амурской области прошел третий этап Кубка МФР Амурской области по мотокроссу. В участие приняли на сегодняшний день 4 команды. Это 2 команды из Якутии, 1 команда города Завитинска и 1 команда города Ярочетинска. Спортсмены показали прекрасную езду, заезды. Участвовали спортсмены класса 65, 85, 125, 500, любители и ветераны. В общем, соревнования прошли на высоком уровне. Администрация хорошо встретила и подготовила мототрассу. Зрители остались довольны, спортсмены тоже. Трасса подготовлена была еще и в прошлом году. Соревнования проводили областного уровня. В этом году мы проводим уже и дальневосточный уровень. И вот на данный момент у нас проходит областного уровня соревнования. Что сказать? Я думаю, что трасса спортсменам нравится, потому что уже неоднократно говорили о том, что хорошая, сложная, хорошая трасса и довольно-таки хорошего уровня. Завершился очередной этап чемпионата МФР Амурской области. Значит, сначала был в Ивановке Амурской области, сейчас он происходил в городе Завитинске. Выступали мы принципиально и абсолютно новым составом, под новым флагом, то есть все новое, впервые. Ребята тоже впервые участвовали в таких соревнованиях в другом регионе. Ребята старались, ребята помогали друг другу, ребята отгоняли достойно, нормально, несмотря на то, что, значит, была трудная трасса, вязкая, песок. Ну, они показали все плоды того труда, который я в них вложил. То, что происходило в Ивановке, в такую грязищу, и надо сказать, что мальчишки показали себя просто очень здорово. И вот эти трудности, они всегда происходят в мотокроссе. Либо песок, либо грязь, либо дождь. Но они готовы к преодолению таких препятствий. В основном нужна хорошая подготовка сейчас за зимний период. Если все сложится у нас благополучно так, как складывается на сегодняшний день с компанией ЕТЭК, которой мы очень благодарны, значит, на следующий год мы не дадим соперникам ни одного шанса на призы или победу.